Участниками программы «Дальневосточная ипотека» стали 12 774 семьи. Общая сумма выданных банками средств превысила 45 миллиардов рублей. Наибольшее число кредитных договоров по сниженной для участников программы ставки получили жители Приморья, Якутии и Хабаровского края. На индивидуальное жилищное строительство дальневосточники получили 545 займов, общая сумма которых составила почти 2 миллиарда рублей. Ипотечные программы могут распространить на строительство деревянных домов, созданных индустриальным способом. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Поручение должно быть выполнено правительством в срок до 1 июля следующего года. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в условиях программы льготной ипотеки на покупку или строительство жилья в сельской местности. На реализацию региональных программ газификации Российской Федерации в общей сложности потребуется почти 2 триллиона рублей. Вопросом обеспечения газом конечных потребителей занимается «Газпром», однако финансирование всего комплекса затрат в течение 10 лет только за счет средств компании приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. В настоящее время газовый холдинг рассматривает дополнительные источники финансирования. Отметим, газификация Российской Федерации к 2030 году должна составлять 83%. Жители оставшихся 17% территории страны будут получать услуги по энергоснабжению на базе другого вида топлива. Для сравнения, в 2019 году показатель газификации был на уровне 70%. В продолжение темы «Газпром» скорректировал инвестиции на текущий год в строительство второго участка газопровода «Сила Сибири» с 47 миллиардов рублей до 23,5 миллиардов рублей. Речь идет об участке от Кавыктинского месторождения в Иркутской области до Чаендинского месторождения в Якутии. Совокупный объем вложений в данный участок снизился до 252 миллиардов рублей. Кроме того, более чем в 2 раза, до 31 миллиарда рублей, снижены инвестиции в участок ЧНД Благовещенск. Также компания сократила расходы на расширение газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток на 4,5 миллиардов рублей. Компания Nordgold произвела 772 тысячи унций афинированного золота за 9 месяцев текущего года. Увеличение производства драгметалла в России обеспечили рудники Гросс в Якутии и Березитовой в Амурской области. При этом максимальный прирост достигнут на предприятии Топарка в Буркина-Фасо. Увеличение выпуска драгметалла на данных предприятиях компенсировало снижение на прочих активах Nordgold. На руднике Гросс в Якутии выпущено больше всего золота – 214 тысяч унций. На Березитовом в Амурской области произвели 46 200 унций драгметалла. Увеличение производства на данных активах вызвано ростом коэффициента извлечения и объемов переработки руды. Совет директоров ПАО «Высочайший» рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам третьего квартала текущего года 27 рублей 28 копеек за одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 1 миллиард 530 миллионов рублей. Как следует из материалов компании, окончательное решение по начислению дивидендного дохода акционеры компании примут на внеочередном собрании 19 ноября. Реестр лиц, имеющих право на получение выплат, будет закрыт 22 декабря. Компания «Высочайший» осуществляет деятельность на территории Иркутской области и в республике Саха-Якутия. Бриллианты Алроса с подтвержденным происхождением выходят на маркетплейс Get Diamonds. Бриллиантовый маркетплейс, созданный при поддержке Всемирной Федерации алмазных бирж, позволяет покупателям бриллиантов напрямую выбирать товар из обширных запасов ведущих мировых производителей. Get Diamonds первой вводит отдельную категорию бриллианты с гарантией происхождения, содержащую не только информацию о качественных характеристиках бриллиантов, но и детальные данные об исходном алмазе, из которого они созданы вплоть до момента добычи. Благодаря этому платформа получит уникальное конкурентное преимущество для удовлетворения запросов клиентов, которым необходимы гарантии безупречной предыстории товара. В свою очередь, бриллианты, созданные Алроса, полностью удовлетворяют этим критериям, не имея аналогов на рынке. Для удобства ритейлеров и конечных потребителей каждый бриллиант, произведенный Алроса, сопровождается собственным цифровым паспортом, который подтверждает происхождение камня и содержит детальные характеристики и изображения как самого бриллианта, так и алмаза, из которого он изготовлен. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова.